кровавых туманов шила одеяло, в горных ущельях солнце засыпало, но я, словно гром небесный, распевать буду песни. Упаду в твой сад звездой и рассыплюсь там к твоим ногам. Виктор Шацкий родился в Ижевске. Образование высшее. Закончил Удмуртский государственный университет. В свободное время занимается музыкой. Никогда не курил. Допускает 5 грамм мартини по праздникам. Живет в собственном коттедже за городом. Певец, композитор, аранжировщик. Автор гимна городу Ижевску. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Такой веселый, жизнерадостный человек. Всегда улыбающийся. Да, у нас в гостях. Это Виктор Шацкий. Человек мира. Чтобы вы понимали, сколько усилий, труда стоило, чтобы его вот пригласить, посадить на это место и сказать: Виктор Александрович, будь любезен сказать пару ласковых зрителей. Скажу обязательно. Скажем, да? Итак, о себе немножко. Словно гром небесный, распевать буду песни. Кто я такой, да? Да. Ну, рассказывай о своем творчестве, как ты подошел к этому результату. Вы знаете, я помню так, что в 8 классе, вот это я помню, мне дали большой барабан. И он был такой синий. Пионерский. Пионерский. Дали мне палочки, и я стал очень громко. А галстук? Ну, галстук был, и я стал громко по нему барабанить. А руководитель говорит: Виктор, из тебя ничего не получится. Вот это моя юность. Вот это я хорошо вспомнил. Потом я пошел в хоровую капеллу, там занимался, был дом пионеров, это напротив России, там внизу было такое весь из дерева. И у нас был еще, как бы сказать, во дворе, в подвальчике женщина занималась вокальными, как бы сказать, партиями. Туда приходили дети, взрослые. И я, как любознательный мальчик, тоже туда ходил. То есть я везде ходил. Это мама за ручку привела? Нет, я все сам. Да ладно? Да, мама Вот увидел, как тетя поет, голос прорабатывает. Ведь раньше все жили в коммунальных квартирах. И в одной из такой, как бы, комнаты там жила бабушка Серебряного века. И я к ней туда приходил и помнил эту картину. Красивая прическа, гитара, сигара дымится у нее. И она пела всегда романсы. А я сидел рядом и все слушал. И сколько лет было? Ей было, наверное, 92 года уже. Вау. В таком возрасте, как бы. Ну вот. А тебе? А мне, ну что я был? Лет 13 было мне. И вот сумел в таком возрасте определить, куда тебя манит, куда тебя понесет. Нет, я был всеядный. Я заходил и в бокс, и в волейбол, и в баскетбол, и в хоккей, и в футбол. Ну, у меня же отец хорошо играл на гитаре, и с отцом занимался, а мама очень хорошо пела. Вот как она рассказывала, что какие-то такие посиделочки, вот это вот женские, как бы, вот они садились на бревнышки и пели очень красивые старинные песни. И, вероятно, вот это все я слушал внимательно, вникал во все. И вот вошло вот это в какой-то определенный внутренний мой юношеский мир, и я стал тянуться к прекрасному. Ну, первое, что это к гитаре, естественно. А юношеский мир не портила курежка в подъездах? Нет. Портвейн? Нет. Самогоночки чуть-чуть? Нет. Ну как нет? Нет, так потому что мы были центровые, мы жили в центре. И что, вы самые крутые? Нет. Были вокруг интеллигентные люди, которых я... В Ижевске? Да, я к ним всегда... Ну рядом же Ишталь. Ну, там спортсмены. И как-то я вот такой путь избирал. Я не общался как-то с плохим, а вот... А сейчас? Ну, то же самое. Сейчас тоже не тянет с плохишами общаться. Да и некогда, мой друг. Некогда. Понятно. Дай Бог самому успеть, потому что это и книги, и видео, и
просмотры студийные, записи и так далее. И так далее. Как много девочек приятных смотрят со страниц в журналах иностранных. Столько милых лиц, в восторге мы ей каждый дарим сладкий комплимент и мысленно проводим с ними дни, которых нет. Виктор у нас любитель куриц и карпов. Не только. Я как бы живу за городом, и мне очень нравится все это делать своими руками. Нравится. А как нравится, если же вы жил в городе, в габаритной такой квартирке? Да. Я хочу сказать так, что я думал, Господи, как я без магазинов, как я без кино, как я без людей. Прижился? Ну да, но прошло более 15 лет. Итак, закончил школу. Да, закончил школу. Пошел работать на производственное объединение мотозавода. Сразу? Сразу. Без поступления? Без поступления. Сразу пошел. Решил. А как фамилия? Шацкий. Шацкий. Так, Да. дворником не могу работать. Нет. Национальность не Не могу. позволяет. Да. Папа пинает меня в юристы. Да. Мама требует песни петь. До юристов дойдем. Понятно. И пошел на завод. Да, прямо вот на завод. И как с фамилией Шацкий определили в токаре-пекаре? Нет. Именно слесаря. О! Слесарь, это гениально. Я так Уважуха. Да, я так благодарен этому. Я делал все своими руками. И со мной работали, кстати, великие люди. Например? Те, которые сейчас занимают очень большие посты. Витя Пилин. Все его знают прекрасно. Я скажу о нем, все знают о нем. Вот он как бы наставник был, работал со мной вместе. Ну, как бы... А в какой момент вот червоточина сковырнула с этого места? Слесарь это не мое. Нет, это мое было, но я сейчас объясню все очень просто, потому Да. что была мода на вокально-инструментальные ансамбли. Это какой год? Ой, это не могу сказать, это мне было 17 лет, вот считайте. Если я с 54 года, вот посчитайте. Вот это как раз вот это время было. И цех, который находился 18-й, там создавался вокально-инструментальный ансамбль. И я туда записался, и через 3 месяца меня плавно из слесарей перевели в регулировщика 3-го разряда. Капроновый халатик, оборудование. И я сразу же изобрел, потому что, ну вот я такой вот был, понимаете. Изобрел что? Сейчас расскажу, что люди там сидели, переключали. Я говорю, а зачем это делать, когда можно сделать вот так? И ноу-хау внедрил это все на заводе, вот именно в этом 18-м цехе, и получил, как бы сказать, Премию. да, у меня в трудовой книжке прямо написано, изобрел вот так. И просто переключал, и все, не надо было использовать осциллограф, каждую как бы ячейку, а переключаешь и все. Это завораживало? Техническое это мысль, помогало, да, это же Нет, время. участвовать в производственном процессе. Да, ну и во-вторых, это время. А как преобладание вот культурной среды? Так вот она и как раз началась в этом цехе. Как раз потому, что начальник цеха играл на саксофоне. Вот! И он создал вот нас всех. Начальник цеха. Да. Да как-то везло на культурных людей. И жил с музыкантами, Да. и начальник цеха. Да, а там я играл и пел. Это же очень важно. А там еще был дважды герой социалистического труда Белобородов. А, ну, А он на чем играл? ну это я уже как бы... Не в курсе? Да, На я- ваших нервах. План. Да я юный был, на что такое 17 лет? Но там же был еще и дворец культуры. и- Итак, это было после работы? Это зачем? Ну да, после работы, естественно, ну там же клуб был, там мы занимались. Танцы, манцы. Но не только это, мы же еще ездили, ведь все заводы имели подшефное свои Подшефное хозяйства. хозяйство. И мы туда приезжали с концертом. Куда? Ну, не помню, ну куда туда. в сторону- По-моему, Киасово что-то. Да, вот в сторону туда, где вот Ува, вот в ту сторону. А, Ува. То есть мы туда приезжали, давали концерты. Вот откуда началось мое становление. То есть тот опыт, который я накопил с 8 лет, в студиях занимался, читал книги, спортом и так далее, все это вот раскрылось как бутон. Вот уже когда мне 17 лет, я уже начинаю Понимаю жизнь. петь,
какие-то записочки мне, как вы? Девчонки! Да, как вы поете? Легкой дымкою растает, не убережешь. Только почему тогда столько счастья, столько боли? Веришь и не веришь вновь, и на всю ты жизнь запомнишь ее, первую любовь. А как ты пел? В каком репертуаре? О, сейчас расскажу очень просто. А нет, а лучше спей. Пионерскую какую? Не пионерская. Шизгарен же самая модная песня в мире. Итак? Итак, меня пригласили в отдых, ресторан. В отдых. О, сколько лет было? Ну, все 17 лет было. 17 лет Да. в центральном там ресторане Ижевска. Нет, там не так было. 17-18. Там просто заболел гитарист, и меня пригласили его заменить. А там играл Цвик. Цвик тоже знает, саксофонист и так далее. Но я пришел туда со своей гитарой, а у меня здесь была гравировка «Шизгарен» на гитаре. Это кусочек песни «Шизгарен». И когда публика, ну как бы она дошла до определенного, так бы сказать, уровня, подошел какой-то молодой человек и сказал: мне, пожалуйста, песню «Шизгарен». И я ее спел 25 раз. За вечер. За вечер принес Мама прибыль. моя. И тебе все приносили рублики. Нет, именно приносили другим. Я просто был как бы все. Ну, Но пел-то ты. я пел я. А слова помнишь сейчас? Ну, Шизгарен, например. Шизгарен, not afraid, and Шизгарен. Вот это хорошо помню. Голубой взрыв. Да, и я впервые заработал 3 рубля. 3 рубля. И помню, что всех ребят, с которыми я жил во дворе, всех накормил мороженым. Но больше меня в отдых не приглашали. На этом сладкая история закончилась. Ну, я имел успех и просто... Там приревновали, наверное. Ну, наверное, потому что тот гитарист, ну как, ему сказали: вот Коля. 25 раз. Да, так это 25 рублей. Это же прибыль была. Ну да. Ну вот так вот так. И потом же у меня появились еще более как бы Виктор Фрейберг, более такие значимые люди. И еще мы в школе занимались. Скажем, что Виктор Павлович Фрейберг поэт, музыкант, композитор, замечательный человек и творческая личность. Да. Его знают уже. Да, так вот он нам вокально-инструментальный ансамбль преподавал в школе номер 43. И там впервые, вот у нас же были такие колонки, которые сейчас висят на стенах, вот эти рупоры. Да, тревога, пожалуйста, выходите. Без пожалуйста. Да. Все на улицу. Да, вот мы туда засунули голову, туда, в этот. А Виктор Фрейберг ставил Битлз. И говорил: вот это Битлз, слушайте внимательнее. Но он же учился в медицинском институте, а мы еще были в 9 классе. Врач. Да, и я впервые услышал «She love you, yeah, yeah, yeah». Но поскольку все пелось на английском, с моим другом, с Валерой Пешкиным, мы стали все петь на русском. Ну, например, «Люблю тебя, yeah, yeah, и буду так любить тебя всегда». Битлз. Патриоты. А потому что не было. Кто не знает Пешкина? Знают все. Знают все. Валера Пешкин. Все мы у Сейчас Юры- чуть позже Виктор Да, все мы у расскажет. Юры Одиянко выступаем, все там собираемся, и Фрейберг, и Валерий Пешкин приезжает из Москвы. Ну, сейчас вот сами понимаете, небольшой перерыв, но я думаю, что все наладится. Вот корни-то оттуда все. И потом Валера Пешкин поступил в медицинский институт, Фрейберг в медицинский институт, и я пошел в университет на юридический факультет. Вот. Почему? Ну, потому что я же как бы понимал, что что-то... Ведь ребята же мои учатся, почему я тоже хочу учиться. Хотя я работал. А папа же не был юристом? Нет. Мама нет? Нет, ну, зато друзья были. То есть это Ну, опять, целенаправленно, да. осознанно, да? Да, осознанно, но опять но. Но там же был коллектив Магеллан. А им нужен певец, а певец был я.
Кто не знает, это был один из лучших коллективов Да. университета в Валера Бухман. 80-е годы. Да. И вот я там принимал участие. Оказался. Оказался, да. Ну и меня подтянули, естественно, потому что подстраховали. То есть счастливая планида, она всегда сопровождает. Всегда, да. Всегда. Вот сколько я себя помню. И Ничего случайно. Ничего случайно. Она как бы, да, какой-то ангел, вот что-то как-то вот всегда помогает мне. Так, Магелланы, это круто. Это круто. Вот видите, Это- уже сколько групп. Да. Сколько групп. А ресторан отдых, Магелланы. Тут же появляется Пешкин. Да. Тут же Фрейберг. Да. Это талантище, которое... Да, конечно. И мы же выступали с Фрейбергом и ходили на юбилей, и что там, и свадьбы, тоже все это было. Все. Вот случай очень интересный. Значит, мы пришли играть на свадьбу, и я так модно оделся, белый пиджак, жабо же, помните? Помню. Вот жабо одел. И ко Еще мне- брошь, может. Да, и все, кто приглашены были на свадьбу, дарили мне подарки, думали, что я же жених. Пришлось переодеться. Просто одеть какую-то рубашку, ну, чтобы, я говорю, это не я жених, вот жених. Ему все, мне не надо, да, это хорошо выглядит, это вам все. И жених ревностно так отнесся. Ну, наверное, но я не помню, ну, по крайней мере, вот это жабо, да еще там бриллиант такой обязательно. Это все мы увидели в Казани, потому что мы поехали на КВН в Казань, я был капитан команды, и после всего этого... КВН. Да, КВН. После всего этого был такой, как бы, ну, хороший дискотечный какой-то вариант. И впервые мы увидели группу, которая вышла играть профессионально. И они были в этих костюмчиках. И жабо, и обязательно бриллиант. И все, я понял, это я. Когда я приехал, сразу же заказал себе, значит, пиджачок, жабо и бриллиант у мамы. И с этим я уже не расставался. Все, вырос в модного парня. Длинные волосы, Битлз, все выполняется. Но вас знали все. Ах, эти девочки порой сводят нас с ума, но как нам хочется с тобою, чтоб была она большая киска из журнала, украшение стен, под взглядами которой будешь словно Супермен. Кстати, тоже историю про Виктора Фрейберга. Значит, получилось так. Мы с ним приехали в аэропорт. Надо было добираться до Москвы. Самолетов нет. И вот мы заночевали буквально в аэропорту. И вдруг подходит стюардесса и говорит: если вы, молодые люди, хотите добраться до Москвы, к вашим услугам Ту-134. И мы между посылок ящиков с Виктором Фрейбергом вдвоем. И тут выходит командир экипажа, встречает, что за два оболтуса в самолете. А Виктор, он же хипарь, Ну да. длинные волосы, да, шапка, Высокий ушанка, рост, высокий, да, выше одет меня. так, как бы, пальто такое. Пальто, зипон, мягко говоря. И шапка, ушанка, уши такие висят. И командир корабля говорит: это кто? Это что за... Тогда не было слова бомж. Это что за... Да не буду комментировать, что Виктор не обиделся. И вдруг меня понесло. Остапа понесло. И я коротко представил, что это родник народного творчества Виктор Фрейберг. Круче не бывает. Они прямо встали во фрунт и нас сопроводили в самолет. Мы вдвоем, Ту-134, в Москву. Фрейберга знали все. Значит, из Шацкого знали все. Через Фрейберга. Почему через Фрейберга? Ну, это был наш учитель, наш гуру. Я, когда приходил Саша, в ресторан Кама, Да-да-да. я ходил на Да, Шацкого. да. Вот вы сказали аэропорт. Вот сразу, пока не забыл, скажу, интересно. Я нахожусь в Риге, в аэропорту. Подъезжает машина, и из нее выходит, кто вы думаете? Выходит певец и композитор мирового масштаба. Это был сам... Георг Коц. Нет, это американец был. Иностранный? Да. Ну это вообще чудо. Чудо это просто. Я у него взял автограф, все мне расписал. Но никто к нему не подошел, только я его увидел. И узнал. Узнал. Он был в шляпе. Все. Дин Рид.
только с языка снял. Да? А кто мог бы? Только Генри в Советском Союзе. Да, так это в Риге откуда? Но вот это как раз вот проницательность, внутренняя какая-то энергия. Ну тогда его пиарили все Ну, масс-медиа. разумеется, а тут он живой. А тут живой. Замечательный И певец. вот этот автограф. Вот так же. А он сохранился автограф? Да. Здорово. Да, как Градского, как бы Вайкули, ну многих звезд. С кем встречался, да? есть. Да. Здорово. Надо музейчик организовать. Я к вам собирался, я посмотрел, с кем я встречался. Но примерно Так. составил примерно такой список. Есть и такие, которые секунду, минуту, но я с ними как бы, Общался? да, общался. Ну пусть минуту. Есть люди, с которыми общался и 5, и 10 минут. И список я посмотрел, 46 человек. Ну я считаю, звезд. Ну это, я считаю, это очень много. Это очень Это мотивирует как-то в творчестве, в жизни? это радует, когда смотришь, что ты с ними. Например, вот «Зори здесь тихие». Вот эта красавица, которая там распустила волосы, с гитарой поет там. И все от нее просто с ума сходят. Ольга Островна. Да. А я ей уступил место в такси. Она стояла за мной, я сказал: королева. Карета подана. Но ведь тем не менее она сказала: спасибо большое. Вот, Мой друг. ну, не знаю, не помню, но сама как бы жизнь, она же столкнула, это же редкость. Ну, Уникальность. уникально, да, как Генри, это редкость, но тем не менее. А у Гафта я просил билет в МХАТ. То есть я, как сейчас помню, аллея, там какие-то кусты, появляется какой-то мужчина, я к нему: если у вас билетик, пожалуйста, продайте мне. Он поднимает шляпу, и это Гафт. Нет. И прошел. И прошел. Ну вот я говорю, что это. Ну, вот такая судьба. А, например, как бы с Аллой Борисовной Пугачевой вообще была прямая встреча. Прямая, вот прямо вот она шла на меня. Вот. Пометить. Ну, я... как- Меточку оставить. Ну, Виктору Шацкому. Нет, было все не так. Просто я, когда жил в Москве, я жил у Саши Юдовой, это художественный руководитель, значит, большой, как бы, вот, Аллы Борисовны. Они звали ее хозяйкой. И когда я приехал с ним на концерт, к нам подходила Алла Борисовна. Мы стояли вместе с Сашей, и она подходила, и у нас был небольшой диалог. Она на самом... А я крепился, вот она идет, вот эта звезда, вот это мощный, и что же, сметет она меня или нет? Я стоял, пыжился и как бы не обращал внимания, ну подумаешь, звезда, ну и что, я тоже в своих масштабах. Но тем не менее, Александр, говорю, меня пробило насквозь. Вот это обаяние, мощь, энергетика, да, вот написано Алла. Маешь угли, ноги обжигают, твое сердце, что льдина, любви не замечает, так цветы увядают. Осенью ревнивой слез не хватает, боль невыносима, ну а я, словно гром небесный, распевать буду песни. Упаду в твой сад звездой и рассыплюсь там твоим ногам. Твоим ногам! И ты уехал в Ижевск творить. Нет, это как раз в разгар всех гастролей. А гастроли так. И мы прервались. Да, мы прервали. После отдыха, Магелланы, учеба. Как оказался в ресторане Кама? Ой, это вообще забавочно. Каме вот как все получилось. Весь коллектив Камы уходил в отпуск. Все. Просто в отпуск. И нас, Советский Союз. да, и нас Витя Горельцев, Сережа Проволока, барабанщик, я и Витя Горельцев. Ой, да. Сергей Русский. Нет, нас было 4 человек. Все, у нас как бы, мы подготовили программу, всю на английском языке, все мы пели, поставили большие портреты Битлз, и я помню такой момент, когда неделю мы играли, забежал таксист,
упал тут на колени, порвал рубаху и говорил: сволочи, во что кабак превратили. Вот это я очень хорошо помню. А через вторую неделю нельзя было попасть в отдых. Ой, не в отдых, а в Каму. Нельзя было попасть, только по списку, потому что что-то такое происходит. Ну ты же был. Я набирал номер телефона и говорил: Витя, я иду. Витя расталкивал народ и говорил: вот этого кудрявого, длинного, тощего пропустите. И я проходил. Что, точно так было? Точно так было. И я так, мы сидели жеманно, наслаждались и иностранной музыкой. И я говорил: Витя, а Европу смогем? Смогем. Мы играли все, нам только говорили. А это можем. А это вообще понятия об этом не имели. Ну, причем это настолько музыка завораживала. Да, настолько было все профессионально. Ну, вот. Да, и у меня осталось на всю жизнь в памяти. У всех. И Фрейберг же тоже был там. И мы исполняли его песни тоже. Итак, после ресторанной эпопеи. После ресторанной эпопеи мы еще играли в летнем саду до этого. Это танцы. Да, ну, естественно, вы представляете, суббота, воскресенье полное, наверное, человек 500, наверное, там все, мы все исполняли, пели, все вместе с нами танцевали и пели наши песни. Мы же писали с Валерой. И очень известная песня — это «Шкурка апельсина», вы все знаете ее, прекрасно, вам сейчас всем Напой. шить. Небо светилось шкуркой апельсина. Кстати, это написал на кафедре истории, когда учился на 2-м курсе. То есть слушал лекции и писал. И до сих пор, и когда люди меня встречают: «Шкурка апельсина, это вы написали?» Я говорю: я. А мы во дворе 25 человек подбирали аккорды и пели, потом что-то не получалось, снова в летний сад подсмотрели, опять бежали. И прошло очень много времени, и через 30 лет и меня узнают. И, это вы пели «Шкурку апельсина»? Я говорю: да, это пели мы с Валерой Пешкиным. И я получил приглашение в Москву, в летнем саду. Ко мне подошла обаятельно красивая женщина, девушка. Она была продюсером, она сказала... Во время... Да, ну там перерыв был, конец, она дождалась. И говорила: а не хотели бы вы поехать в Москву, вообще выступать в группу? Ну я говорю: конечно. А тут так было. Я же закончил 5-й курс. Получил распределение, а там было очень строго. Если ты не идешь по распределению, вплоть до того, что тебя прокуратура должна найти, решить с тобой и направить непосредственно под Свердловск юристом. Вот так было. Так, Да. и выбор какой? Выбор Москва. А прокуратура? Собаки? Москва. 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 Итак, приезжаю в Москву, и Красная площадь у ног. Ничего подобного. Поклонники. Ничего подобного. Так, приезжаю в Москву и... Здесь мы звезды, там мы никто. Мы приехали, я помню, и спали за роялем. Вот так нам постелили. Рояль-то где стоял? В комнате. Комната какая? Это что? Ну, это квартира музыкантов. А, к музыкантам Да, попали? да. Ну, конечно, нас же пригласили. У нас же был репетиционный период. Нам же надо было строить программу, а потом с ней выезжать только на гастроли. А вся нагрузка была на меня. То есть мы давали 100 концертов в месяц. И группа как называлась? Называлось «Шоу 003». Ну, как... Москва. Нет. Виктор Шацкий. Шоу 003. 003, да. То есть мы поехали в Новгородскую филармонию, потом мы поехали в Тюменскую. Это заключали договоры? Да, ну обычно так, да. Потому что требовалось же музыкальное образование, принимали комиссии, песни должны петь только комсомольские, патриотические. Песни утверждали? Да, песни все утверждали, и только тогда мы имели право все, ну все так коллектив, как «Самоцветы», «Машина времени», ну и так далее. Но репетиционный период, он был такой очень интересный, потому что мы же снимали дворцы определенные, и там проходили концерты и Макаревича, и Аллы Борисовны, и Антонова, и Аракса. Мы все встречались там, встречались с ними, со всеми. Ну, а были и такие, где мы выступали на одной сцене. Вот это я хорошо помню. Это было славное, прикольное, веселое время. Это было удивительное время работать не только со звездами, но общаться с ними. Например, с землянами я ездил на какие-то определенные их концерты, группа «Час пик», потом приезжал вот
последнее время же я жил у руководителя Аллы Борисовны Пугачевой, у Саши Юдова. Я просто там жил целый месяц и ходил на репетиции, все. Ну вот такой момент очень интересный. Москва, вечер. Я еду с Александром в машине, он достает, еще кассетники были, не было компакт-дисков, не было флешек, ничего не было. Он ставит мне кассетник, и звучит оттуда «Миллион, миллион, миллион алых роз». И останавливается. И Алла Борисовна говорит: Саша, мне не нравится голос, нельзя сделать погромче и так далее. О, Саша говорит: подожди, сейчас я переставлю еще. И ставит второй дубль. А потом меня как народ, я как народ со стороны спрашивают: что с этой песней? Я говорю: ну, это очень хороший хит. Миллион, миллион алых роз. И я был первый человек в мире, который услышал песню «Миллион алых роз». Вот так. И проложил светлый путь этому шедевральному. Ну почему они писали там Опусу. альбом, но я имею в виду, что вот, Ну да. вот сам факт, что Итак, Москва, удача, успех. Москва, очень много, как бы сказать, репетиций, концертов каких-то были таких, но наша слава уже, как бы, мы поехали когда по городам. То есть вот эта группа шоу 003, где-то у нас было человек 8, и Витя Горельцев, который здесь у вас был на интервью, он был наш, как бы сказать, оператор, он был с нами. И вот от Новгородской филармонии потом мы перешли в Тюменскую, и там уже, ну, как бы, более профессионально все состоялось. И в этом плане мы где-то работали около 2 лет. Потом мы перешли в группу «Зодчие». И вообще, как певца, меня приглашали... Вообще дефицит. Музыкантов очень много. В мире, я вам всем говорю. Много музыкантов. Гитаристов, пианистов и так далее. Но вокалистов нет. Их единицы, их нет. Понимаете? И вот в момент этой славы, как бы, меня приглашали. И в группу «Автограф» я проходил. И с Антоном знакомился. И показывал свой репертуар в группе Аллы Борисовны. То есть, и я очень походил на Носкова, и часто меня путали. И даже вплоть до того, что садился в машину. А что, уже парк Горького тогда был? Был, да. То есть сопоставляли... Я был похож, длинные волосы, кожаная куртка, все, я был похож на кожу. Рокер. Да, был такой худенький, как Коля, и мне всегда говорят: старик, ну что, поехали? Я говорю: давай поехали. То есть сразу соглашался, потом: слушай, так это же не... Не Носков. Ты не Носков? Я говорю: нет, давай. А на концерт парк Горького приходилось бывать? Маршал там. Знаете как, солянки бывает. Ну да. На солянках, да. Солянки — это сборный концерт. Сборный концерт, да. Там, да, приходилось, и все. Я со многими уже знакомился, меня как бы знали, что я певец. Золотая паутинка, первая любовь, нежная и тонкая, легкой дымкою растает, не убережешь. Только почему тогда столько счастья, столько боли? Веришь и не веришь вновь, и на всю ты жизнь запомнишь ее первую, первую, первую.